Почти все народы мира в своем историческом развитии проходили этап язычества. Однако были и такие народы, которые с самого начала верили в единого Бога. Таковой всегда являлась традиционная религия абхазов. Свое видение традиции религии абхазов предлагает нам российский историк Александр Борисович Крылов. Исследуя в течение 10 лет Абхазию, он написал монографию. И взгляд на себя со стороны, думается, будет не безинтересен абхазскому зрителю. Тема религии и традиции абхазов я занимался как раз в тот самый очень интересный период истории Абхазии. Это первые послевоенные годы и вплоть до 2001 года. Собственно, потом, вы знаете, произошли события, которые поменяли очень сильно ситуацию в 2004 году и все с этим связанное. А до этого, после войны, как раз традиционные институты и традиционная религия были востребованы, пожалуй, в наибольшей степени в истории абхазов. Почему? Потому что Союз распался, прежняя система хозяйства, система мира, мировоззрения, все это тоже распалось вместе с Союзом. И люди искали не только в Абхазии, но и по всему бывшему Советскому Союзу себе новые ориентиры. Крылов Александр Борисович, доктор исторических наук, окончил Восточный факультет ЛГУ, затем аспирантуру Института Африки Академии наук СССР. В Москве работал в Институте востоковедения Академии наук. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сепаратистские движения и национальная политика правительства Эфиопии». Докторская диссертация на тему «Религия и традиции абхазов». С 2002 года работает в Российском институте стратегических исследований ведущим научным сотрудником. Кто-то это находил в исследовании западной модели демократии, кто-то шел в тоталитарные секты, кто-то еще куда-то. Радикальный ислам сейчас поднимается тоже как альтернативное видение мира. У абхазов оказалось, что есть собственная система ценностей, собственные институты, которые им позволяют пройти этот самый тяжелый в их истории период послевоенный. И как раз здесь, видеоряд, здесь представлены кусочки молений, которые проводились по разным случаям. Собственно, почему религия так была востребована? Известно, что во время войны еще на Дедрибшныху поднялась группа абхазов и попросили Господа Бога, нашего Творца, прояснить истину. То есть речь шла не о проклятии агрессора, а речь шла о том, что проясни истину, чья это земля, докажи это. В общем, война закончилась, стало понятно, чья это земля. И на том молении был дан обет, что мы каждый год к тебе будем, если ты будешь благосклонен к абхазам, и все-таки, если за ними правда, то каждый год мы будем подниматься, благодарить тебя. Первый видеоряд, где был Владислав Григорьевич, это была запись 2000 года, как раз май месяц. Это одно из таких благодарственных молений, как раз общенационального масштаба. То есть, собственно, религия абхазов, она предполагает разные уровни. Есть общенациональный уровень, где 7 главных святилищ и Бог-творец защищают абхазов и страну Абхазию. 7 святилищ, даже есть Шаши у Бажиныха, специальный термин такой, куда обращаются в наиболее критической ситуации. Есть меньшие уровни, и так все это спускается от поселка, от семейной группы и до фамилии, до семьи отдельной. И, собственно, календарный цикл абхазских молений, он начинается 13 января, как раз когда на Ажире собираются семьи. То есть это даже не группа родственников, это не абипара, это не
да, не ажвала, а это именно вот семья. Вот, и они как раз просят о семейном благоденствии. Потом идет поселковое моление или фамильное моление, оно в разных вариантах, то, что называется ацуныха, вот, где просится у высших сил о защите, об урожае и так далее. Вот, но есть и другие моления. Другие моления посвящены улаживанию конфликтов и разного рода критическим ситуациям. Вот второй ролик здесь представлен, это происходит моление одной из семьи. Ну, был конфликт между двумя семьями, разными фамилиями. Вот, ну, женщины повздорили, кто-то на язык был не вздержан, вот, и, в общем, кто-то сказал резкие слова. Вот. Ну и тут вот одна из семей почувствовала, что вот их преследуют какие-то беды и несчастья, вот, и решили этот конфликт урегулировать путем вот снятия вот тех острых слов, которые были произнесены представительницей их рода. Вот, и здесь мы видим, что они пригласили старую женщину. Это было все очень давно, несколько десятилетий назад. Вот старая женщина, которая помнит вот тот конфликт, вот она пришла, она согласилась снять вот эти все негативные моменты, вот, и они делают соответствующие действия. А жрец Заур Чичба, он просит, как раз он излагает суть дела и просит вот это все снять. И как раз вот эта старая женщина, она скажет, что да, я снимаю, я отпускаю, все. И после этого считается, что конфликт урегулирован. Есть другие конфликты, скажем, если кого-то обвиняют в воровстве или в убийстве, и обвиняют необоснованно, то можно тоже принести очистительную присягу в святилище. Вот. И считается, что если обвиняемый произносит присягу, то тогда он действительно невиновен. И в этом плане все, кто занимался вот этой проблемой, едины в том, что для абхазов всегда было в течение их истории провести ложную клятву в церкви или в мечети, это проблем не вызывало. А вот на Аныхе вот это вот никто на это не соглашался, если он был действительно виновен. Вот, ну, по крайней мере, то, что это господствовало вот в те годы, вот такая психология, конечно, это повышало действенность того, что там происходило. Потому что если человек не верит в то, что может произойти, собственно, принцип коллективной ответственности здесь главенствует, то есть если он виновен, то тоже вот интересный момент. То есть наказывает Аныха не его самого. Она наказывает вначале самых достойных членов его рода, и потом он может видеть вот гибель всех своих предков, и именно в этом главное проклятие. И вот записано предание, я вот фамилию сейчас не помню, вот, но когда старик уже, просто он чувствовал, что он гниет заживо, и он просит Бога, что ну пошли мне смерть, потому что я больше не могу так страдать. Вот, то есть, конечно, вот такая мера ответственности, она накладывает большую ответственность за свои действия. Конечно, ложная клятва, это, в общем-то, кто-то вряд ли решится на такое. А церковь и мечеть все-таки это, видите, другой случай. Ну, причем, если мы говорим о воровстве и убийствах, то здесь, если человек отказывается приносить клятву, это тоже ведь показатель, он боится. Вот, но те, кто пострадали, если они не могут его найти, то у них еще есть возможность взять какую-то их вещь и принести на святилище. И считается, что святилище вот через эту вещь выяснит истину и все равно его накажет. Вот, а что там вообще достаточно такая проработанная была система выяснения истины. Здесь вот это фамильное моление жреческой фамилии Чичба в селе Ачиндара. Вот интересно оно тем, что вообще поселковые моления, и они стали более распространены и менее строго соблюдаются, чем на фамильных молениях, которых я был, скажем, в Адхаре, где все-таки присутствуют только мужчины и мальчики. Но здесь даже у жреческой фамилии присутствуют женщины и дети, и еще и они приглашают своих соседей. Вот поэтому такое уже более моление, оно более такое
расширенная, вот, и гораздо меньше соблюдается ритуальная обрядность, потому что сюда женщины уже приносят сладости для детей и так далее. То есть это уже приобретает не столько ритуальный характер моления и общения с Господом Богом, вот, сколько такой праздник, пикник. В этом плане гораздо дальше абхазов пошли, кстати, осетины, у которых вот это все, и они это очень критикуют, что вот у них на главных даже святилищах, на Хэдак-Зуар там и так далее, вот это все выливается в большие гуляния, вот, но как-то вот первоначальное содержание, оно куда-то ушло. Вот, и гуляния эти тоже, они ведут к конфликтам, и, в общем-то, бывает, что, когда люди перебирают сильно, то там могут быть самые разные ситуации. Вот. Здесь вот один из домов фамилии Чичба в селе Ачендара, вот Джансух танцует танец, это как раз сын жреца Заура Чичба, вот сейчас он уже совсем взрослый, у него уже семья. Это ритуальная практика. Собственно, почему мне было так важно зафиксировать эту практику, потому что, во-первых, определенный набор блюд, причем совершенно четкий, 4, да? Это мясо, это вино, это соль и это лепешка, все. То есть вот на молении другой пищи не допускается. Свечка должна быть сделана из чистого меда, пчел не должны кормить сахаром, животное должно быть чистое, вино должно быть тоже чистое, без сахара и так далее, без воды, естественно. Вот, то есть здесь, в общем-то, мы наблюдаем такие довольно строгие правила еще и соблюдения этого всего дела, и она является практически общей на разных святилищах. То есть требования к ритуальной пище и вообще проведение обряда, ну, там некоторые вещи различаются, но по большому счету по мелочи. Все-таки вот мы видим единую религиозную традицию. И здесь мы подходим к вопросу все-таки, а как это объяснить и как это трактовать? Потому что существует объяснение церкви, что это выродившееся христианство, когда тут был кризис, священников не производили, в общем, все это упрощалось, и вот упростилось до такой степени. То же самое объяснение у ислама. Вот, но тут возникает вопрос, если все это так упрощалось, то почему в разных частях Кавказа у разных народов так много общего в ритуальной практике? Вот в Пицунде есть осетинское святилище Ирун-Зуар, которое было перенесено в 1972 году из Боржомского ущелья, там был пояс осетинских сел. И там, собственно, их моление, если не слушать, что это речь осетинская, не абхазская, по смыслу та же самая. И ритуальные действия, они тоже очень похожи. Единственное отличие было в том, что Хейштер осетинский, он свертывал пучок свечек и ставил пучок. Ну, так делают шакрыловцы в Лыхнахе. Вот, другие ставят по одной свечке. Вот. Но главное это смысл. Все-таки ритуальная практика, ладно, она может быть схожая. Но смысл везде был это обращение определенной общины к божеству-покровителю с просьбой о защите, дарования урожая, семейного благополучия и так далее. Но смысл-то общий, но в христианском молении все-таки смысл совсем другой. И мы не видим здесь ни поминания Христа, там, и ни Аллаха. Вот, то есть, если это было выродившееся что-то, то там должны быть какие-то черты. Вот, и вырождаться оно должно было по-разному у разных народов. Если этого нет, то тогда мы задаем вопрос, а почему есть определенная общность и так много общих черт? Вот, и тогда мы можем прийти к предположению, это не вывод, потому что это надо еще исследовать долго и собирать массу материала. Вот, но тем не менее, видимо, был один исток. Если это была какая-то общекавказская религия, еще дохристианская и, может быть, доиудейская, а совсем древняя, вот, то аналоги мы можем найти в тех описаниях, которые имеются в письменных источниках. А письменные источники – это первые цивилизации, как раз вот
то, чем занимался Владислав Григорьевич Арденба, вот, мифы Древней Анатолии, вот там описан как раз цикл календарных молений. Там есть обряд весеннего отпечатывания кувшина. Правда, есть осенний обряд запечатывания кувшина, который полевой сезон подводил к итогу, и просили уже, чтобы пережить зиму и дождаться новой весны. Вот. Но, тем не менее, там мы находим много общего вот в иерархии вот этих вот божеств-покровителей, что у каждой семьи, у каждого поселка, у каждого города и страны были вот те же самые божества-покровители, которые у абхазов называются аныхи апаймбары, вот, и через которых действует Бог-творец, который выше всего и источник всего сущего. Я не вижу здесь параллелей с христианством, и, может быть, какие-то идеи гуманитарного характера, но уж очень отличается. И вместе с тем мы видим, с чем это сходно. Может ли на Кавказе сохраниться вот та религия, которая когда-то имела место на большой территории, видимо, это и Средиземноморский регион, были древние цивилизации, между ними шли активные культурные контакты. Погребальную обрядность мы видим через распространенность общих захоронений в каменных ящиках там, и так далее, дольмены. Вот, они все на очень широкой территории распространены. Вот, а погребальная обрядность – это показатель, все-таки может быть показателем общности религиозных представлений. Вот. То есть если Кавказ был северной периферией вот первых человеческих цивилизаций, то мы можем предположить, что здесь могла остаться реликтовая религия, которая восходит к временам как раз первых цивилизаций, которые описаны. И даже имя Бога, там было Ан, здесь Анча, но мы видим даже имя Бога, и то оно сходное. Хотя, может быть, это и случайность. Вот, но самое главное, это вот структура божества-покровителя, это представление о Боге-творце как источнике всего сущего. И очень важно, что здесь еще большинство, оно не разделенное, то есть нет идеи сатаны. То есть все наказание происходит от Бога, который наказывает людей за какие-то грехи, а не сатана, который искушает и который вот из своей вот такой вот подлой природы вот является противоположностью Богу. Вот. А это самая древняя форма, как раз это вот тот монотеизм, который Ригельсон и Хварцкий назвали изначальным монотеизмом, вот, называется по-другому это строгий монотеизм. Вот это как раз та религия, которая определяется как монотеистическая, и мы видим ее архаическую форму. Вот. Мы это можем предполагать, потому что, конечно, желательно и дальше собрать как можно больше полевых материалов о локальных вариациях этой религии, мы можем увидеть какие-то черты, которые здесь утрачены, а где-то они сохраняются. Вот ее надо, конечно, описать максимально подробно. Вот. А второе, это, конечно, подтверждать это все письменными источниками, вот, начиная с времен там, древней Месопотамии, Шумера и так далее, и посмотреть вот эти параллели. Вот. Ну и на протяжении всех этих 3-4 тысячелетий. Конечно, эта работа очень большая. Вот если ее провести, то мы можем, конечно, более достоверно и уверенно говорить о том, что это вот такая периферия северная, вот тех целей. Пока что это можно только предположить. Но, по крайней мере, мы можем высказать такое предположение, потому что вот прежние объяснения, они во многом устраивать нас не могут. Вот, так что я надеюсь, что тема будет продолжена, и абхазские ученые будут уделять ей больше внимания, чем раньше. Потому что как-то вот, когда обсуждали мою диссертацию здесь, то очень упрекали, что я не работал только в Бзыбской Абхазии. Но я с удовольствием бы поработал в Ажурской, но все-таки местным ученым, наверное, проще этим заниматься, чем вот тем, кто сюда приезжает. А тем более это, собственно, их родные традиции, и уж кому как не им. Вот, в чем была большая проблема с переводом, потому что 2 абхаза давали 3 варианта перевода того, что там произносилось. И, конечно, там, вот, если вы знаете язык, то вам гораздо проще. Вот здесь очень символичные кадры отношения традиционной религии с мировыми религиями, с исламом и христианством.
Вот отец Виссарион спускается в святилище с иконой Божьей Матери, вот, которая в лучах солнца блестела золотом, вот так сияла на солнце. Мне это напомнило описание средневековых авторов, когда христианские проповедники приходили на капище язычников. Вот, и как раз вот они всегда перед собой несли икону, освещая вот это вот неподобающее собрание. Здесь был и молла Адиль Габлия тогда. Вот, тут вообще большинство людей и жрецы, они, к сожалению, уже все ушли в иной мир. Вот. Но тоже вот было очень показательно, потому что он отказался пить вино, как мусульманин, понятно. Вот. И он держал кусочек ритуальной пищи и о чем-то говорил. Но так как он не понимал смысла происходящего, то реакция была очень показательная его слова. Он говорил совершенно замечательно вот о проблемах молодежи, которая не слушается старших и так далее. Но это был не тот случай. И поэтому так его вначале никто не слушал, потом пытались как-то, он говорил очень долго. Вот, и понятно было, что взаимопонимания здесь нету между религиями. Вот. Почему это не язычество? Потому что, во-первых, язычество – это богословский термин, и его вообще в науке употреблять еще, как наш отечественный классик религоведения Токарев говорил, что это удел только церковников, в науке это неприменимо. Вот. По сути, это речь идет о политеизме, значит, это многобожие. Классический пример – это язычество славян, язычество древних греков, скандинавские вещи. Они отличаются от, прежде всего тем, от монотеизма, что там множество более или менее равновесных богов. И соперничество между ними и отношения, они диктуют развитие событий. Мы видим, что в Абхазии совершенно четко Бог действует через своих, через Апаймбаров, через Аныху, через какие-то еще вещи, но все исходит от него. Не может что-то более низкое по своему уровню, скажем, семейное какое-нибудь священное место возражать Творцу. То есть оно действует по его воле. Вот в политеизме, то, что называется абхазским язычеством почему-то, с поразительным упорством, этого нет. Здесь центральная идея – это Бог-творец. То, что здесь мы видим и по ритуальной практике, и по представлениям, все-таки это самостоятельная религия. Я объясняю это реликтом древних цивилизаций. Можно с этим не соглашаться, но тогда надо приводить какие-то свои версии, более убедительные, чем просто выродившееся христианство. Это совершенно явно убедить никого не может. Это просто, можно сказать, что это церковная тема, понятно, что у них свои цели. К сожалению, этот стол, вы видите, что здесь и Гембер тут, и старые жрецы, они все ушли, отец Виссарион еще, слава Богу, живой. И Заур Чичба – это последний из тех жрецов, который остается еще живым и, слава Богу, действующим. Будем надеяться, что эта традиция как-то сохранится, хотя говорить о будущем, все-таки эта традиция очень тесно связана с поселковой общиной. И представить себе, как это переберется в город, и каким образом аныхи могут существовать в Сухуме с городским населением, которое обладает компьютерами, интернетом и всем прочим, конечно, здесь это какое будущее всего этого будет, это мы можем только предполагать, но будем надеяться, что абхазы сохранят свое самостоятельное лицо на этом свете, свою цивилизацию, традиции, а это одна из ярких черт их традиционного уклада жизни. То, что, видимо, может быть, в измененном виде как-то это все, но это будет и дальше оставаться у абхазов одним из важных институтов. Вы тут не только об этих молениях говорили, а я знаю, что вы и другие моления тоже, видимо, и знаете, и писали о них. Это моление, проклятие на кузне, допустим, моление на кузне. Я хотел сказать, что в свое время, когда я докторскую защищал по кузнечному ремеслу, то было такое наблюдение, что у нас возрождение произошло, это где-то лет 30 назад.
Интересно, вы наблюдали это сейчас? Я этим не занимался, вот мне интересно, вы наблюдали вот с этой точки зрения, вот эти моления, в каком состоянии они находятся? Я просто этим не занимался, но когда писал докторскую, как раз вот я хотел не писать об этом, наоборот, мне в Москве сказали, напиши, это интересно, что идет возрождение, что вот появляются эти сакральные кузницы. Вот. Ну, я не знаю, когда это начало возрождаться, и можно ли говорить об этом, потому что, ну, по крайней мере, по практике святилищ мы видим, что они все сохранялись весь советский период. И даже когда мужчин не было, то женщины поднимались, вот, ну, если вот о Дедрипше говорить, и Лзаныха то же самое, вот, то женщины с маленькими детьми, мальчиками, и то они там произносили, старались как-то вот поддерживать эту традицию. Возрождение произошло в постсоветский период, я говорю, вот это был взрыв. Вот. Потом вот 2004 год, все-таки там политика настолько много продиктовала и так повлияла вообще на абхазский этнос, что, видимо, это как-то будет и на традиционные институты влиять, совет старейшин, там вот все эти вещи. Одни жрецы угодные, другие неугодные, политики одни любят этих, другие этих. Конечно, это, ведь, собственно, вот традиционная религия, в чем была их уникальность, что это авторитет общенациональный. Если вы собираете сход, то никто не будет возражать, все принимают общенациональное единство. Вот. Если каждый политик начинает собирать свой сход, то тогда вот, и это идет к распаду, и уже единство нации утрачивается. Интересно, да. Знаете, что вот вы слышали об этом, что вот, ну, несколько лет тому назад рассказывали, якобы женщины из Грузии просили разрешить им прийти сюда, и чтобы они смогли вот тоже обратиться к Дедрипшныха, чтобы она их простила и сняла это. И просили, чтобы... Это, видите, какое имеет значение не только на наш народ, но и, видите, на соседний. Я, правда, знаю этот рассказ в варианте с мужчинами, грузинами, которые хотели, да, потому что женщинам туда нельзя. Да, женщины просили мужчин, да, чтобы пошли, да. Ну вот, извините, но я вот так это слышал. Это тоже очень интересно. Это, значит, такое влияние имеет это, значит, святилище не только на нас, абхазов, но и на те народы, которые против нас воевали. Вот. Нет, а если говорить, вот здесь действительно один Дедрипш, но были очень интересные моления другие, вот на Лыхныхе, Лзаныха и Лашкендар, вот моление Цимс-Базалатинска проводил, очень такое вот интересное моление, но там, что интересно, что почему-то все цимбасы проводили его во дворе своего дома с ближайшими родственниками. Вот той отцунухи, которая обычно имеет место, там вот она как-то немножко так вот эволюционизировала. Вот упрощение ритуальной практики происходит. В описаниях записано, что поднимались на гору и там все делали, на большом Дедрипше, потом спустились на малый Дедрипш. Сейчас вот это малый Дедрипш как раз. Вот сейчас в основном все проводится у дома жреца. В общем, так люди как-то себе жизнь постепенно облегчают. Но действительно, мы помним и на Новый Афон, когда там на коленках паломники, все-таки, да, современная жизнь, она тоже диктует какие-то стереотипы поведения. Но вот это упрощение, конечно, в этой ситуации очень важно зафиксировать то, что еще остается. Потому что часто жрецами уже становятся люди, которые мало могут что рассказать об этом деле, и если и соблюдают ритуальную обрядность, то в максимально упрощенном виде. Вот и опять же, вот это осетинский урок, что если это выливается все в пирушку, то тогда уже традиция может быть утрачена. Первый тост за столом абхазов – это анчалпха, то есть Всевышний благослови нас. Так можно перевести. Вот этот тост, какое место занимает в традиционной религии абхазов? Есть ли такой же тост у других народов? Место он занимает основополагающее, то есть все начинается с Бога. Вот, и без Его благословения ничего не происходит. То, что это как раз идеологически очень выверено. Вот. Только этот тост может быть первым. Вот. А
вообще застолье абхазское, оно имеет и содержание все-таки общения с высшими силами и с Богом. Именно поэтому к нему обращаются, его благодарят, потом обращаются к апаимбарам, там, и вот тоже там произносят там соответствующие слова. Вот. Ну, вообще, вот, видимо, для древних цивилизаций характерно было, что вот публичное застолье, оно имеет характер общения и с Богом. Вот, а что здесь как раз это вот очень четко проявляет и единобожие здесь, пожалуйста, вам. Ведь не обращаются к множеству богов, а масса была записана, вот, бог занозы, бог оспы там, и так далее. Вот, и Симон Басарев в свое время еще объяснял, откуда все это взялось. Он говорил, что если мы запишем всех кикимор и леших из русских сказок, то получится, что у русских тоже совершенно другой пантеон богов, не меньше, чем у абхазов. То есть здесь люди записывали, которые не понимали. То есть, конечно, они приходили в село, они начинали что-то спрашивать. Люди относились по-разному к ним и рассказывали не все, что нужно. Вот. Примечательно, что графиня Уварова, когда путешествовала и была в селе Ачиндара, она описывает, что вот была группа абхазов, сидели под большим деревом, там все замечательно, танцевали молодые. Вот, и сидел старичок Чичба, и все. Вот, а она поднималась, ей надо было христианские развалины христианского храма посмотреть. Но, видимо, старичок Чичба был жрецом, и чтобы с ней там не случилось ничего нехорошего, вот, потому что она поднимается туда, видимо, там провели какие-то действия, чтобы графиня Уварова не пострадала. Но это осталось за ее полем внимания, потому что никто ей об этом не сказал, а она, конечно, и не понимала, кто это такой. Вот, и вообще у многих, обратите внимание, те авторы, которые описывают это все, никто не говорил со жрецами. Но ведь вы же прежде всего должны со жрецами говорить. А наши 20-30-е годы, ну скажем, в осетинских дзуарах описываются там форма рогатинок, форма тесемочек, которые принесены, приведен жертвенный скот. И там идут там такие теоретические разные рассуждения, обоснования. Вот, ну, если вы приходите в святилище, ну, логично обратиться к тем, кто здесь этим занимается, а потом уже строить какие-то свои дальшие построения. Здесь как раз мне-то повезло, что я еще со старым поколением жрецов успел пообщаться. Вот, а уже дальше что будет и в каком виде это сохранится, это уже увидят те, кто придет за нами. Я считаю, что если народ до сегодняшнего дня смогли провести вот глубокую веру в Бога и стараться, вот почему до сегодняшнего дня абхазцы больше. В любом случае, несмотря на трансформацию и так далее, вместе с тем до сих пор они больше верят в собственного Бога. Я думаю, что оттуда истоки глубоко верят, многие, кстати. И потому идет, Олег Хухутович тоже немножко сказал, и потому идет возрождение, кстати. Идет возрождение. Вот вы вначале сказали, якобы, вот, ну, это якобы не ваше мнение, я думаю так, но есть такое якобы мнение, что абхазская религия выросла, не религия, ну, это громко сказано, может быть, хотя я считаю, что это религия абхазская, но якобы она выросла на обломках христианства и чуть ли не мусульманства там тоже. Может быть, есть какие-то разговоры, но неужели такое течение жесткое существует? Как бы вы более четко прояснили такое отношение? И обычно христианство, когда приходило, оно старалось в почитаемых местах, в сакральных местах поставить храм и таким образом вот свое влияние зафиксировать. Так что там руины остаются. Есть еще не напечатанные, ну, джанаши вещи, которые вот мы перевели недавно, они еще не напечатаны. Он утверждает, что там и камень обработанный лежал и так далее. А в абхазской традиции камень огромное отношение, значение имеет. Есть, как в древнерусской традиции, светлый камень, темный камень и так далее. Это очень, вы сами знаете, древние символы. Абхазы, прежде чем молиться, становились на камень. Если они молились и просто молились, они становились на определенный камень определенного цвета. Если проклятие, то другого цвета и так далее. Эти древние мотивы существуют. Допускаете ли вы возможность религиозного параллелизма? Все-таки Абхазия древнейшая христианская страна,
Как мы знаем, везде, во всех этих культовых памятниках были христианские храмы. Но есть одно мнение, в соответствии с которым, значит, существует или как-то, значит, то гаснет, то вспыхивает, значит, такого рода мнение, что эти были разобранные святилища, якобы, на основе которых можно воздвигнуть христианский храм. Ну, конечно, по объему пропорции это никак себе не представить. Тот объект, о котором мы сейчас говорим, как он выглядел? Это не просто плита, а, значит, ограждение четыреугольной формы. Есть известный рисунок Миллера, мы знаем. Это священное дерево, куда были прислонены две жерди. Висел, значит, священный топор. Там вот на Дрыбшнухе они найдены. На Дрыбшнухе они найдены топоры. Экспедиция состоялась, Георгий Кучев Шамба. До того, как вы знаете, 2 топора от Миллера попало, значит, это археологические эти находки. Это топоры колхидского типа, 2 топора там были, они неизвестны. Более того, конечно, рядом были христианские сооружения. Христианские сооружения, я вам могу сейчас сказать, что целая плита, на торце плиты крест вписан в круг. То есть рисунок существует, тут никакого обмана нету, но везде они разведены. Да, правильно, что рядом они, да, и так далее, но святилище сохранилось, сохранился и храм. Хоть в разрушенном виде, да. Я знаю, что абхазский священник Ладария поднимался туда. Не просто для посещения, а для научных целей. Он ее описывал, его статья существует, опубликована. В ЭКО поднимался, тоже многие. Пытался подниматься Веденский. Значит, литература отрицает возможность такого случая. Даже я знаю, что в 5-м археологическом съезде в Тифлисе был небольшой такой раздор, где Чернявский, наш краевед, утверждал другому, вы знаете, Веденский, он один из первооткрывателей наших памятников, что невозможно подниматься. Почему? Где подниматься? Это, значит, как, почему невозможно? А в том, что там якобы провал, и нет, говорит, случая, чтобы не то, чтобы там русский или там представитель другой нации, даже абхазец не поднимется без разрешения жреца. Но я думаю, что речь о чем идет? В культовые праздники и в целях ритуальных полномочий там иное лицо не мог появиться. То есть, мне так кажется, иное лицо в культовых целях, то есть по функции. А так посетить возможно было, естественно. Там, я знаю, что, значит, скотину не прогоняли и так далее, но пастухи поднимались, охотники поднимались. Такое возможно было, но в основных вопросах это невозможно. Вот в данном случае мы видим, что все-таки христианские памятники там появились. Храм был. Абхазия древнейшая страна, около 2000, значит, лет, больше. Значит, мы с 3-4 века имеем официально археологически датированные памятники. Вот. Некоторые называют это явление синкретизмом. Я так не называю, это не синкретизм. Синкретизм предполагает взаимное проникновение, некоторая общность и, конечно, трансформацию. Здесь, в данном случае, как вы говорили совершенно правильно, не видим этого. Не только здесь, в других объектах и так далее. Допускаете ли вы такое явление? Вот в лингвистике вон есть обозначение, скажем, это не двуязычие, а параллелизм двух языков. Скажем, абхазцы владеют спокойно совершенно своим родным языком, русским и так далее, и другим. А здесь религиозный параллелизм. Ведь здесь не было разобрано. Он действовал в свои дни, святые, священные и так далее. И христианские по своему циклу. Ведь они были, в принципе, на одной и той же территории совместимы. Но, конечно, они не синкретичны, ясно, не синкретичны. Были случаи, тоже я сейчас вам расскажу, значит, брачный обряд, в соответствии с которым житель села, поскольку их родители или, значит, родственники были христианами, хотя абхазы, вы знаете, церковного брака обычая как бы нет, это пишется, но они потом ходили в церковь и венчались. То есть такие случаи тоже есть. В данном случае в соответствии со своими обрядами, но и это, возможно, тоже допустимо. Есть еще один случай зафиксирован, мне тоже вот известен в литературе, они все у меня датированы, как я специалист истории культурного наследия, я располагаю абсолютно достоверными фактами. То есть, поскольку в данном случае он не христианин и не мусульманин, а обрек, он в Бога не верил, но считал, что ему надо посетить, он посетил храм. Не слезая с коня, он полностью услышал, значит, молебствие полностью, и развернулся и ускакал. То есть, этот случай тоже есть, он не пришел в храм. Ну, значит, то есть, параллельно это могло существовать, я вот так считаю. Допускаете ли вы такую возможность? Не синкретизм, а хотя бы параллелизм. Вот, как вы относитесь вот к этому вопросу? Ну, это очень важный вопрос. На самом деле Абхазия – это страна древнего христианства. И здесь, да, вот как это сочеталось. Если бы существовали параллельно и абхазы приняли христианство, то вот эти традиции и представления, все-таки, видимо, они были бы менее сходны по своим формам с древними анатолийскими
представлениями, то здесь не чувствуется на эту религию формообразующего влияния мировых религий. Это ислам и христианство, которые здесь были. Собственно, почему термин «традиционная религия» я употребляю? Потому что это религии, которые складываются у народов в процессе их исторического развития без формообразующего влияния мировых религий. Это самостоятельное, свое. Вот. Так что вопрос, как взаимодействовали. Вот Лыхныха, вот тут вот сидит представитель рода Шакрыл, вот, там одновременно действует и как святилище, и как церковь. В Илоре то же самое, да? То есть они как-то взаимодействуют, хотя мы знаем, что христианство обычно очень воинственно подавляло язычество. Помните, что в Киеве происходило, когда там все это сносили там, и так далее? И на Кавказе тоже. И на Кавказе, да. Везде по-разному. Вот. Но здесь это сосуществовало. Вот. Но при этом ни христианство, ни ислам не оказали сильного влияния. Оно не чувствуется. Просто вот в ритуальной этой практике оно не чувствуется. Почему? Вот мне кажется, что разные религии, разная роль религии. То есть все-таки христианство и ислам здесь были как религии, которые, принятие которых, декларирование, точнее, принятие которых демонстрировало лояльность определенным державам. Османской империи, Византии. Вот, так. Вот. Это то же самое, ну, совсем недавний пример. Нет, то есть формально принять можно, и это касается знати, но это не касается сельских общин. Вот. И то же самое посмотрите с коммунизмом. Что происходит? Ну, казалось бы, 70 лет, коммунизм, атеизм, райкомы партии, причем райкомы партии все по одним и тем же проектам типовым. Но это же напоминает христианство, там же тоже храмы типовые строятся, и строят их византийцы. А для чего строят византийцы? Чтобы показать, что моя власть здесь. Они приняли христианство, значит, они признают византийского императора. Вот. Но на народную массу это влияние не оказывало или оказывало очень маленькое влияние. Вот. И отсюда и получается, что древняя вот эта вот традиция, она сохраняется, а христианство 1000 лет просуществовало и вдруг исчезло, да? Когда княжеский дом переехал в Кутаиси, и куда-то все христианство исчезло. Если бы приняли христианство, то, наверное, оно бы не исчезло. Да? Значит, оно носило формальный характер. Да. И то же самое с исламом. Это османской порте лояльность мы проявляем, княжеский дом, они мусульмане. И очень показательная история, как раз вот присутствующая здесь Валерия Шария. Если мы возьмем записки, воспоминания кавказского офицера Тарнау, вот, и там у него был переводчик Шакрил Эминов, и он описан как мусульманин. А когда ты сейчас спрашиваешь Шакрилов, он говорит, да мы всегда были христиане. И причем они описывают, как они совершают моления. То есть с утра, в церковный праздник мы идем, с вечера идем в церковь, всю ночь стоим там, молимся, потом начинаем свое. Приезжаешь туда, никто не молится, все это. То есть у них есть представление, что они так должны делать, и они так рассказывают. Но на самом деле ситуация совершенно другая. Вот тут как раз вот важно на месте побывать и не по рассказам записывать, а посмотреть на реальную действительность. Причем эта фамилия интересна еще и тем, что они принадлежали к сословию не Анхаю, а Ашнакума, да. То есть вот это между дворянами и Анхаю. Вот, да. Очень интересное моление, и вот там вот тоже та руина, которая там около церкви, она явно древнее, чем сам храм. Храм, если X века, то значит это стена чего? Было ли тут святилище традиционное, или это ранняя христианская постройка? Вот, ну, здесь вот ответа пока однозначного нет. Но вот Аныхи, где-то вот в Лзаныха, там они построили определенное помещение на месте святилища. Ну, у Дадрипши мы видим, что тут нет ни построек, ничего. Там описано у Иналыпа в издании 64 года, как раз как он поднимался на Малый Дадрипш, на Большой Дадрипш, и там вот эти алтари, которые в форме как лавки каменные. Вот. И дальше вот мы имеем описание вот то, что сверху, вот, что, вот, ну, там вроде бы тоже какой-то предшествующей постройки христианской, не знаю, так, ну, у меня вот нет таких данных. Вот, так что святилище Аныха, оно не обязательно подразумевает строительство храма. Там обращение с высшими силами происходит совсем по другим, да,
по другим этим, там не нужно строить. Там очень сильное биополе, и обычно вот, ну, известно тоже, что не только они превращались в церкви, эти свидетели, но и там и строились, это раз. Потом я еще хотел интересное наблюдение, вот вам, может, тоже будет интересно. А вообще я вот так перехожу уже, очень интересное ваше выступление было, с большим удовольствием я послушал, и мне тоже полезно было, как археологу. Но вот интересно, такое наблюдение было у нас, что вот абхазцы как-то воспринимали религию не враждебно, а постепенно его воспринимали. Не так, что вот раз это так, это, и стали христианами. Это все прослеживается на археологическом материале. Проходит 150 лет примерно. Вот если официальное принятие христианства было при Юстиниане, так вот, в его правлении, то, значит, проходит еще 150 лет, и только тогда вот из погребений пропадают все вещи. Не сразу. Даже в начале VII века абхазы хоронили лошадей. Хоронили хозяина лошадей. Это так. И где-то уже к VIII веку уже погребения, как можно сказать, голенькие, без вещей. Вот это интересное наблюдение. Но почему-то где-то в XIV-XV веке вновь стали уйму вещей класть. Значит, что-то происходит, видимо, я не знаю, с христианской религией. И вот почему некоторые наши вот церковники говорят, что это все религиозные верования появились где-то в это время, вот где-то в позднее время, как результат того, что христианство как бы ослабело или что-то такое в этом роде. Так что вот тут вот интересное вот в связи с этим взаимоотношение, о котором говорил Гарри Самгулия, о взаимоотношении вот этой христианской религии, традиционной нашей. Это вот очень интересные вещи тоже и с мусульманством. Потому как-то абхазцы, я вот с какой-то философией относятся и к христианству, и к мусульманству. Я думаю, что вот эти абхазцы, что немножко упрощают, вы говорите, что они типа немножко больше отдыхают. Я думаю, что весь народ приходит к тому, что слово важнее. А ритуал – это зашифрованные знания, которые до нас дошли, естественно. Но ритуал все-таки вторичен, первично слово. И поэтому вот я хотел бы вот ко всем, обращаясь и к вам, немножко вот добавить, что абхазцы всегда, когда молились, они просили. Вот сейчас вот тут человек сказал «аншол бхахат». Не «аншол бхахат», «аншол бхасульхут» и «хаутарс». То есть если мы правильно будем слова, да, то есть впереди ставить просьбу. А многие в последнее время просто требуют от Бога: дай здоровье, дай деньги, дай счастье. Вот у нас говорят «анша», да, вы знаете, Верховный, да, Бог. Некоторые переводят, что это как бы «ан» – мать, «анша» – кожа и так далее. Я чуть-чуть немножко по-другому подхожу. Вот я хотел бы вот на этот упор сделать, чтобы вы ответили. Я немножко и санскрит изучаю и так далее. Вот в санскрите «ан» означает начало, начал на санскрите. Вот «анча», «сича» – это множественное число. Я как бы немножко сам как бы добавляю, что это как бы начало всех начал. Как бы может быть. Вот как вы думаете и насчет «ануха»? Многие тоже у нас спорят. Лично мое мнение, вот я читал вот очень много, и вы же знаете наверняка, что был египетский крест, дохристианский и так далее. Он назывался Анх или Анг, то есть в двух транскрипциях идет, и потом Тутанхамон, если перевести, подобие живого бога. Анх в переводе с египетского и санскрита означает живое. То есть если взять за основу, как бы Анх это вечно живое, как бы где, ну, как бы место. Почему абхазцы никогда ничего не строили, вот насчет построек, да? Даже в Библии говорится, что Бог сказал, что я в нерукотворных храмах живу. Даже в Библии это написано. То есть сейчас христиане всех загоняют в церковь, типа там Бог. Я вот с этим не согласен немножко. А так Бог-то везде и во всем. Вот как вы думаете, насколько санскрит, абхазский язык, и вот это все, что я сказал, насколько они взаимосвязаны и возможно ли это? А еще я хотел добавить, вот где-то я встречал вот Бог материального мира,
на востоке, он называется Хоре Маздо. А если чуть по-абхазски подвести, получается Ахуре Маздо, то есть заживляющие раны, как бы, да, вот материального мира и так далее. Вот очень много таких слов, вот санскрит и абхазский язык, вот если поискать, очень много. Может, через это ключ вот наш, вот искать название, вот так. Спасибо. Спасибо за интересный вопрос. Ну, по поводу имени Бога у Иналапа тоже была своя, действительно, вот это вот, что матери там и так далее. Но если мы посмотрим на вот все эти обращения, ритуальная практика, но нигде не встречается, чтобы в женском роде обращались. Вот и вообще идея матери там не присутствует. Если мы за первоначальную основу берем имя Ан, имя Бога, добавление ча, вот, ну, насколько вот мои скромные познания говорят, что это во множестве. То есть, если это Бог во множестве, то как раз опять же это вот подтверждение того, что я и говорил, что это единый Бог-творец, который во множестве проявлений контролирует все на этом свете, и по его воле все происходит. Вот это в ритуальной практике, вот этому подтверждение есть, по крайней мере, там нет противоречия этому. Вот. А мать как-то вот она там не очень прослеживается. Вот я не вижу там подтверждений. Но может быть масса разных интерпретаций, очень опасно идти по... Очень много разных объяснений, и, видимо, их будет еще больше. Вот, но очень опасно идти по сравниванию слов разных, и похожие, не похожие. Я вот скажу, что известно, да, что абхазы, они из Эфиопии там, и так далее. Я в Эфиопии был, и на границе с Сомали там я видел таверну, которая называлась Гумиста. Причем Гумиста было написано силлабическим шрифтом местным, эфиопским, и состояло из 3 букв. Вот. Ну, говорит ли это о том, что вот эфиопы абхазцы или абхазцы эфиопы? Да ничего не говорит. Я вот сейчас вспомнил интересный случай. До Нагорной части, включая даже вот самый пик, храмовая культура распространена. Тем не менее, там есть и языческие объекты, конечно, не очень серьезно датированные. И в данном случае я хочу, значит, вам сообщить, что есть сообщение Миллера, Хангалову этнографу, очень старое сообщение, там, где владетельный князь сам руководил обрядом моления Богу ожившего. То есть это именно связано даже с Нагорной частью, с горами и так далее. И там тоже была возможность сохранения то, что мы называем там языческой или так далее. То есть Хангалов в этом тексте пишет так: «Теперь владетельный князь обращается к своим главным национальным богам». То есть когда он, значит, к Богу, Христосу, может быть, он обратился, там не написано конкретно, к своим главным национальным богам. То есть прямо в одном и том же месте, где-то подле друг от друга. Я знаю, что там есть, не кроме Ацангвара, еще и святилища, значит, на горной части. Они, правда, не древнейшие, но, конечно, другие были. Потому что в том районе работал Юрий Николаевич Воронов, где найдено бронзовый кинжал эпохи средней бронзы. Это самый, у него называется также самая высокогорная находка. То есть в пользу этой версии о возможности древнего истока, сохранения, параллелизма и так далее существует и другой материал. То есть еще больше материала. Вполне вероятно, что христианство не уничтожало. Конечно, были такие тоже там и так далее, может быть, попытки были, да. А так, это, конечно, абхазский религиозный материал, я считаю оригинальным. Имеются соответствия в нахо-дагестанском языке, в хатском. Каким образом это сохранилось, если канал, значит, самосохранения не существовал, он существовал, и они, конечно, уживались. Историки называют присутствие в Абхазии 2 мировых религий, мусульманства и христианства, религиозным синкретизмом. И действительно, абхазы были всегда терпимы к иноверцам. Никогда в нашей истории не было конфликтов на религиозной почве. Однако мы точно знаем, что наша традиционная религия была изначально и к язычеству никакого отношения не имеет. Ну а мы с вами прощаемся до следующей лекции.